В Ухтинском поселке Ярига прошел вечер памяти первого главы Коми Юрия Спиридонова. Шахтерский поселок по праву считает Юрия Алексеевича своим человеком. Сюда будущий глава региона переехал с женой в 1964 году. Здесь за 11 лет Юрий Спиридонов пройдет путь от мастера участка до начальника шахты. Здесь же вместе с коллегами разработает термошахтный способ добычи высоковязкой нефти, который будет внедрен на Яригском и Усинском месторождениях и которые позже будут использовать в других странах мира. Справедливый, деятельный и неравнодушный. Таким помнят Юрия Спиридонова коллеги и жители шахтерского поселка. Роман Кирпа продолжит. 1 ноября исполнится 85 лет со дня рождения первого главы Республики Коми Юрия Спиридонова. Он был избран на этот пост в 1994 году в непростое и для Коми, и для всей страны время. Были в его карьере руководящие должности в Ухте, Усинске, Сыктывкаре, но узнал душу нашего края, родившийся в Омской области Юрий Алексеевич здесь, в шахтерском поселке Ярига. На вечере памяти первого главы Коми в поселковом доме культуры собрались ярижане, которые в 60-е и 70-е годы работали вместе с ним на 3-й и 2-й нефтяных шахтах. За 11 лет работы от мастера участка до начальника шахты будущий глава республики успеет многое, но запомнится коллегам и землякам не только как талантливый управленец на значимом в шахтерском поселке посту, но как человек, не безразличный к судьбе Яриги и ее жителей. Именно таким он запомнился Алексею Разумову, работавшему на 2-й нефтешахте, прежде мастером участка вентиляции и техники безопасности, а затем в отделе снабжения нефтешахтного управления. Вот он, допустим, рабочих, он очень уважал горняков. Он сам горняк и уважал. Он их знал в лицо и по имени. Вот он с собой идет, с ним он спускаться в шахту. Мне как я мастер был, мне с ним приходилось его сопровождать по забоям, по уклонам. Зайдешь в забой. Он по-простецки как-то, с рабочим, с улыбочкой все. Если кто-то замечание сделает, так он в такой форме, что так и надо, и никто не обижается. Юрий Спиридонов не оставлял без внимания проблемы жителей поселка. Будучи, что называется, большим начальником, он не оставался в стороне и от общественной жизни, увлекался делом сам и умел увлечь за собой других. Юрий Алексеевич, под его руководством, он всегда ставил цель и всегда ее достигал. Под его руководством поселок у нас расцвел, мы его озеленили. И в первых рядах всегда участвовал он, все за ним шли. Уникальные разработки, руководство нефтяной шахтой, деятельное участие в жизни поселка – это закономерные проявления масштаба личности человека, который спустя десятилетия поведет за собой уже целый регион. Конституция Республики Коми и региональный парламент, Государственный совет Коми, Республиканский кардиоцентр, Свято-Стефановский кафедральный собор в Сыктывкаре, гимназия искусств при главе Республики Коми. Множество перемен пришли в наш регион, когда его возглавлял Юрий Спиридонов. Так, за 26 лет работы кардиоцентра лечения в нем прошли более 350 тысяч пациентов, а в гимназии искусств при главе Коми и по сей день продолжают огранять таланты юных дарований. Выпускница хореографического отделения гимназии искусств Жанна Пынтя тепло вспоминает визиты Юрия Спиридонова к гимназистам. Приходил на наши уроки, какое-то счастье было. Мы, когда приезжали домой, в начальную школу я приходила как Сане Павловне, и она мне задавала вопросы, я уже деткам рассказывала, я так гордилась. Мы при главе Республики Коми. То есть это не просто за большим человеком, а именно вот за каким-то родным, своим, мы знали его поддержку, чувствовали. Уроженка Яриги Жанна Пынтя после гимназии окончила колледж искусств в Коми, танцевала на сцене Республиканского театра оперы и балета. Теперь она открыла и руководит в Ухте образцовым театром танца. Здесь выпускница гимназии искусств при главе Коми сама обучает юные таланты. Ее воспитанницы и выступают перед гостями памятного вечера.
Деятельный и требовательный, но неравнодушный и справедливый. Именно таким помнят сегодня жители Яриги первого главу Республики Коми. Юрий Алексеевич – тот самый пример человека, который сделал себя сам, прошел путь от мастера участка до руководителя региона. И сегодня он продолжает служить примером того, как нужно относиться к родной республике для нас всех. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ярига.